Я хотел бы сказать несколько слов, буквально очень коротко, о тех тенденциях и индикаторах, которые есть у нас в экономике, которые так или иначе характеризуют нашу экономическую жизнь. В первую очередь, конечно, если говорить о ключевом показателе экономики, это валовый внутренний продукт. По тем данным, которые у нас есть, нам дает Управление государственной статистики, если взять отношение к 2014-2015, то у нас рост валового внутреннего продукта составил 3,7%. В принципе, это, учитывая общую мировую тенденцию и особенно состояние экономики нашего союзника, главного экономического партнера Российской Федерации, это хороший показатель, так как в России за тот же период произошло, наоборот, снижение более чем на 3%. Но, несмотря на это, уровень жизни наших граждан остается пока еще крайне низким. Это порядка $1900 ВВП на душу населения. Значит, если для сравнения, то общемировой уровень, среднемировой, это $10 000 на душу населения, то есть мы отстаем от среднемирового показателя в 5 раз. Если говорить о показателях региональных, то в Российской Федерации этот показатель на 2015 год составил $9,4 тысячи на душу населения. То есть вы понимаете, эти цифры говорят сами за себя, и несмотря на небольшой рост, который у нас был в 2015 году, а он небольшой по ряду причин, потому что вы знаете, что в 2015 году та часть инвестиционной программы, которая с 2009-2010 года оказывается поддержка Абхазии в части инвестиционных вложений, строительства и так далее, в 2015 году из запланированных 4 с лишним миллиардов рублей в Абхазию поступило всего 450 миллионов рублей именно по линии инвестиционной программы. Конечно, это сыграло определенную роль. Но, тем не менее, несмотря на это, есть другие показатели, которые тоже характеризуют состояние нашей экономики. Это самый главный, конечно, для государства показатель, это рост собственной части доходов бюджета. Если взять 2014 в отношении к текущему 2016 году, рост собственных доходов за 2 года составил более 66%. Это достаточно значительная сумма и значительные цифры для нашей страны, но эта динамика, она должна только продолжаться, потому что для того, чтобы выйти на самообеспечение всех направлений жизнедеятельности государства в первую очередь, и во вторую, чтобы у государства был определенный инвестиционный капитал и инвестиционные возможности, для того, чтобы государство проводило более активную экономическую политику, государству нужны соответствующие ресурсы. Эта цифра колеблется в районе 20 миллиардов рублей. То есть это та точка, к которой мы должны стремиться. И по тем прогнозным показателям мы как раз рассчитываем выйти к таким показателям уже к 2025 году. Значит, если говорить о внешнеэкономической деятельности, то за предыдущий период у нас произошел существенный рост товарооборота. В товарообороте произошли изменения, которые также внушают оптимизм и свидетельствуют о том, что у нас идут положительная динамика и положительная тенденция – это рост экспорта. Если сравнивать показатели экспорта 2014 года и 2016 года по сегодняшнюю дату. Сегодняшняя дата – это еще не конец года, вы знаете, еще есть несколько дней. Но, тем не менее, если говорить о том, что есть уже на сегодня, это 4,7 миллиардов рублей против 2,9 в 2014 году. То есть рост экспорта составил 1,8 миллиардов рублей. Это десятки процентов роста. Это существенный показатель для нашей страны, потому что за тот же период рост импорта оказался не таким существенным, как рост экспорта. Соответственно, сократилось отрицательное сальдо внешнеторгового
баланса товаров. Это для нас тоже очень чувствительный показатель. Приемлемый показатель для нашей экономики, удовлетворительный уровень, это когда есть баланс, то есть импорт и экспорт уравнены, а уже положительный показатель, это когда экспорт товаров превышает импорт товаров. В этом направлении мы активизировали свою работу, и позже, дальше я об этом тоже скажу более подробно. Но та динамика, которая сегодня есть, она внушает оптимизм, это десятки процентов в год, мы должны продолжать и будем продолжать эту динамику. Вы знаете, к примеру, Рязанский реликтовый парк, если взять показатели текущего года или прошлого года в отношении 2014-2013 года, то там рост составил более чем 400%, то есть в 4 раза увеличение. Это очень значительно, это больше 200 миллионов рублей доходов против в районе 50 миллионов, которые были в прошлые периоды. Значит, общее число занятых в экономике тоже увеличилось, рост составил более 1600 рабочих мест. Значит, что здесь стоит выделить, на мой взгляд, очень примечательно и характеризует то, что происходит сегодня, те изменения, которые происходят в нашей экономике, это рост численности занятых в промышленном производстве. Вот если сравнивать 2014 к 2015 году, то в промышленности в 2014 году по официальной статистике было занято 1800 человек, а в 2015 году 2300 человек. Это рост составил 544 места. То есть это очень хороший показатель, потому что именно в промышленности мы должны и намерены создавать больше рабочих мест в промышленности и в сфере услуг, в туристическом направлении, потому что это базовые отрасли нашей экономики, сельское хозяйство, туристический сектор. Это рабочие места, которые связаны с экономическими процессами и имеют более длительный жизненный цикл. Конечно, есть определенное снижение в строительном секторе рабочих мест. Это связано, вы знаете, с тем, что объемы, и я бы сказал даже не объемы, а структура, внутренняя структура и конфигурация инвестиционных денег, которые приходят по линии поддержки Российской Федерации, она изменилась. Если раньше в прошлые периоды был уклон на такие социальные объекты, на объекты капитального строительства, сейчас в основном речь идет о инфраструктурных проектах. Это транспортная инфраструктура, это энергетика в основном. Это, конечно, присутствуют и объекты социальной инфраструктуры. И, значит, есть часть, которая будет направлена на поддержку реального сектора экономики. Вот еще раз, чтобы было понимание, в строительстве сокращение произошло именно из-за этого. Но мы не стремимся к сохранению такого объема рабочих мест в строительстве, который был в прошлые периоды. Я хочу, чтобы меня правильно понимали, это искусственный рост. Искусственный рост связан с тем, что рабочие места возникают на основе внешних вливаний, то есть не на основе тех базовых отраслей, которые у нас есть, а вот промышленность, сельское хозяйство, которое здесь внутри формирует. И вот некая переориентация происходит, и в этом направлении мы работаем. Для того, чтобы люди, которые могут и должны работать, нашли себе возможности, мы реализовали ряд целевых программ, в том числе и поддержки малого и среднего предпринимательства, где, вы знаете, в 2015 году с помощью Национального банка и Министерства экономики мы провели программу кредитования малого бизнеса. Это тоже дало определенный импульс, определенную поддержку созданию новых рабочих мест. Конечно, вы знаете, что в текущем году нам пришлось пойти на секвестирование бюджета, то есть сокращение. Но хочу вам напомнить, вас проинформировать о том, что в соседней Российской Федерации
только за последний период произошло 2 секвестра, то есть 2 раза сокращали расходы бюджета, потому что сокращались доходы. В нашем же случае сокращение расходной части, ну и соответственно и доходной части произошло по нескольким причинам. Это сокращение объема инвестиционной программы, то есть помощи со стороны Российской Федерации в части капитальных вложений. Вот. И плюс еще те льготы, которые были заложены в закон НДС, налоги на добавленную стоимость, после принятия бюджета потом были приняты дополнительные льготы, плюс не был принят тот перечень, значит, исключающий там льготные позиции по товарообороту. Все это, конечно, повлияло на то, что нам пришлось сократить часть своего бюджета. Но и здесь тоже надо смотреть на то, что несмотря на эти сокращения, на которые нам пришлось пойти, если сравнивать то, что мы получили в итоге с учетом сокращений, и сравнивать то, что у нас было в 2014 году, то я уже говорил выше, что у нас все равно есть рост. Мы снижаем стоимость заемных средств для экспортеров, что позволяет им немножко смягчить нагрузку на них и усилить их конкурентоспособность на внешних рынках. Более того, мы будем брать на себя часть расходов компании на сертификацию продукции, на лицензирование и так далее, все процедуры и транзакционные издержки, которые возникают при, значит, этой деятельности. Ну и следующее, мы будем оказывать поддержку при продвижении товаров наших производителей на внешних рынках, на внешних площадках, выставках, ярмарках, значит, форумах и так далее. Мы часть средств будем брать на себя. Вы знаете, что у нас проходит в Москве, участвуют наши предприниматели ежегодно в выставке «Золотая осень», выигрывают ключевые, значит, призы. И здесь государство тоже берет основную часть традиционно расходов на себя. Вы знаете, что Трудовой кодекс был разработан рабочей группой при Министерстве экономики, при Давиде Акоповиче Еродян. Была проделана ими огромная работа, значит, и сейчас, вот спустя определенное время, и этот закон, основополагающий закон, который, значит, по-новому, по-современному регулирует отношения в трудовой сфере, он был принят. И Министерство экономики здесь оказывало тоже поддержку профильным комитетам. Сейчас мы работаем с профильным министерством для того, чтобы методическую поддержку оказать им для внедрения, имплементации вот этих всех положений, которые есть в этом, значит, объемном документе, который вступит с 1 января 2017 года. Значит, также мы разработали в Министерстве экономики программу поддержки экспортоориентированных предприятий. Эта программа рассчитана к реализации с 2017 по 2019 год. Значит, данная программа, проект постановления находится также на согласовании. В ближайшее время, я думаю, что будет внесен в повестку правительства и будет принят правительством. Дальше мы разработали программу повышения квалификации, и она в 2017 году будет реализована. Повышение квалификации для начинающих предпринимателей и государственных служащих. Это будет одна общая программа, которая будет направлена на, значит, повышение квалификации и вложение в человеческий капитал. О чем идет речь? Для тех предпринимателей, начинающих, кто хочет заниматься бизнесом, будут подготовлены специальные курсы подготовки. Это разный спектр направлений, с которыми сталкивается начинающий предприниматель. Это введение бухгалтерского учета, значит, обучение по подготовке бизнес-планирования, там, маркетингового анализа, взаимодействия с органами государственной власти в сфере налогообложения и так далее, и так далее. То есть
для тех, кто хочет делать первые шаги, им будет дана возможность обучиться, и после того, как они обучатся, мы готовим еще одну программу, она будет тоже реализована в 2016 году, это льготное кредитование для предпринимателей. И вот мы планируем около 60 человек в этом году обучить, и эти люди, которые пройдут обучение, получат соответствующие сертификаты, они будут в приоритетном числе рассматриваться, в приоритетном ключе рассматриваться при предоставлении льготного кредитования. То есть это не говорит о том, что обязательно все они получат. Для них будет приоритет. Программа кредитования среднего и крупного бизнеса, которая реализуется Министерством экономики совместно с инвестиционным агентством в городе Москва, вы знаете. И по этой программе, в рамках которой предусмотрено кредитование по льготным ставкам среднего и крупного бизнеса в объеме 1,2 миллиарда рублей, сегодня реализуется 7 проектов на общую сумму 931 миллион рублей. То есть это та работа, тоже, которая занимается Министерство экономики. Вы знаете, что 14 апреля 2015 года был подписан регламент взаимодействия между инвестиционным агентством города Москва и Министерством экономики. Здесь отдельно хочу подчеркнуть роль администрации президента Российской Федерации и выразить большую благодарность в содействии, потому что без их участия мы вряд ли бы вышли к такому бы результату. Вы знаете, что это новый проект для Абхазии, и для все новое это всегда много вопросов, когда выстраивается механизм взаимодействия. Несмотря на все сложности, мы его выстроили, считаем его эффективным, и эта работа будет продолжаться, но уже сегодня те проекты, которые мы реализуем, это, я уже говорил, больше 900 миллионов рублей. Это впервые, хочу ваше внимание обратить, впервые за нашу новейшую историю такой объем инвестиций идет при содействии государства на поддержку экономики, реального сектора экономики. Это предприятие, вы знаете, что мы в рамках форума открывали завод по производству джема в Ачимчирском районе, в селе Кындах. Тепличный комплекс, объем инвестиций 340 миллионов рублей, 4,5 гектара. Это проект по строительству гостиницы Гранд Отель Сухум, здесь в городе Сухум. Объем инвестиций больше 180 миллионов рублей. Это расширение кондитерского производства и строительство гостиницы компании Сухумская Ривьера, это Дольче Вита знаменитая, то есть там тоже объем порядка 160 миллионов рублей. Это проект по производству мясных изделий, колбасных изделий в Гулрипском районе. Это проект по производству полуфабрикатов и макаронных изделий в Гагарском районе. То есть вот такие проекты мы реализуем. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, что в текущем году только по железнодорожному кредиту Республикой Абхазия было выплачено более 300 миллионов рублей. То есть это те деньги, которые мы могли бы направить на поддержку, в том числе и реального сектора экономики. А если брать 2015-2016 год, учитывая субординированный кредит межбанковский, учитывая железнодорожный кредит, учитывая внутренние долги, которые есть перед сельхозпроизводителями, наших собственных средств мы заплатили практически 800 миллионов рублей за 2 года. Представьте себе, какой объем поддержки предпринимателей мы могли бы оказать, и сколько предпринимателей, сколько семей в Абхазии получили бы достаток, сколько новых рабочих мест и сколько занятых в экономике появилось бы. Но, к сожалению, это та данность, которая есть, это государственные долги, мы от них отказываться никакого права не имеем. И вот все эти выплаты не были бы возможны, если бы у нас не было бы вот этого увеличения бюджета. Когда говорят некоторые специалисты о том, что вот вы говорите о том, что у вас увеличился бюджет так сильно, а где, результат? Так я вам говорю о том, что вот если бы не было бы увеличения, мы бы не смогли бы рассчитаться со своими долгами.
Но я вам хочу сказать, чтобы если не было бы вот этих долгов, которые по большей части, на мой взгляд, привлекались по неэффективным и неправильным схемам, если бы не было бы этих долгов, вот результат каждый гражданин, практически каждый гражданин почувствовал бы на себе. К сожалению, наши руки связаны, и эти деньги те доходы, которые идут, мы направляем на погашение долгов. Но сейчас идут переговоры о реструктуризации железнодорожного кредита. Надеемся на их успешное завершение. На данный момент министр финансов, вице-премьер находится в Москве, ведет переговоры по имплементации тех договоренностей, которые были в рамках встречи двух президентов, Рауля Хаджиба и Владимира Путина. Если нам удастся все-таки выйти на реструктуризацию, то, конечно, у нас будет больше возможности оказывать поддержку. Вы знаете, что в 2017 году мы заложили, несмотря на те обязательства, которые есть, определенные суммы в бюджет, которые будут направлены на поддержку предпринимателей. Но все равно этого недостаточно. Суммы надо увеличить в разы. Здесь мы должны опираться и на банковское сообщество, на банковский сектор. Увеличение эффективности работы банковского направления тоже очевидно, да, вы знаете ту динамику, которая там есть. И вот это качественное сочетание решений государственной экономической политики, решений правительства с решениями банковского сектора, Национального банка нам позволят выйти из этой тяжелой ситуации и все-таки оказать такую ощутимую поддержку для предпринимателей. Но еще раз вам хочу сказать, чтобы если бы не было вот этих долгов, которые, на мой взгляд, мы бы могли обойтись без этих долгов, конечно, эти деньги мы бы направляли в первую очередь на экономическое развитие. Хочу сказать еще другое. Почему я считаю, что неэффективно? Вот смотрите, за период с 2010 года по 2014, если говорить включительно, только по линии инвестиционной программы и по другим направлениям в Абхазию пришло более 30 миллиардов рублей помощи. То есть это безвозмездная помощь в одну сторону. Я считаю, что можно было часть этих денег направить на ремонт той же железной дороги, не привлекая дополнительно кредиты. То есть, условно говоря, сейчас меня там разберут на цитаты, но вместо строительства стадионов и таких, значит, уже притча во языцах с бассейнов, можно было эти деньги направить на, безусловно, важное направление ремонт железной дороги. И это... Бассейн как мы где бассейн? Да, нет его бассейна. Значит, вот, к чему я это говорю? К тому, что и качество выполненных работ. То есть некоторые наши коллеги, бывшие, когда выступают, говоря о том, что это было необходимо, и железная дорога там перевезла определенное количество грузов, я хочу напомнить, что железная дорога существовала и ранее тоже, и осуществляла перевозку. И это не Ост-Индийская компания, которая вновь прокладывала там железную дорогу в Индии или там в других странах. У нас была железная, просто ее отремонтировали. Вот качество ремонта тоже вызывает определенную сложность. Если кто-то из вас пользовался железнодорожным транспортом в последний период, я вот специально сел и проехался на поезде. Хочу вам сказать, что скорость передвижения и качество движения показывает о том, что наша железная дорога находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Средняя скорость не выше 40 км в час. Это не позволяет включать, значит, генераторы, которые в летний период, на которых работают кондиционеры и так далее. То есть можно спорить там долго о том, что там нужно было, лучше было, хуже было, но считаю, что это можно было решить путем средств инвестиционной программы. Адгурам Иванович, вот в этом году была принята стратегия до 2025 года. А насколько там реалистично отражены, удалось отразить в этой стратегии шаги по укреплению социально-экономического развития? Да, вы знаете, действительно, 12 февраля текущего года была правительством принята стратегия социально-экономического развития до 2025 года.
Значит, разработанная совместно с Центром стратегических исследований, более 30 специалистов трудились, команда. Вы знаете, что члены правительства, в том числе и Министерство экономики, и я в том числе, принимали активное участие в работе. Работа проходила при полном участии президента нашей страны. Вы знаете, что президент по мере своего графика участвовал в разных встречах с районными активами и так далее. Реалистичность этой программы оцениваю высоко, не только отталкиваясь от своего субъективного мнения и суждения, а отталкиваясь от той профессиональной команды, которая и того масштаба работы, которая была проделана в рамках подготовки этой стратегии. Во-первых, было проведено большое количество разного рода встреч, исследований, срезы общественного мнения, предпринимательской среды восприятия и так далее. Это в совокупности охватило более 4000 наших граждан. Более 20 встреч с активами районов, городов было проведено, где приняло участие в совокупности до 1000 человек. Более 15 встреч было с отдельными целевыми аудиториями, в том числе там встреча с предпринимателями была, в которых участвовали в совокупности более 450 человек. Некоторые вещи абсолютно с нуля начинались, потому что там данные отсутствовали. Получено более 15 внешних рецензий на эту работу. И поэтому мы считаем, что данная работа в большей степени отражает текущую действительность, и на основании анализа текущей действительности есть весьма правдоподобные и реалистичные прогнозы и шаги к достижению этих целей, которые там намечено. Вот вы говорили об обучении предпринимателей, а вот эти 60 человек по какому принципу отбирались? И они еще не отобраны. Данная программа будет опубликована, в ближайшее время более широко там сможете ознакомиться, но сейчас могу сказать, что мы будем в первом квартале 2017 года принимать заявки от желающих, кто хочет пройти повышение квалификации. Пока мы определили 60 человек, потому что это только начало, это такой пилотный проект для нас, мы посмотрим, как он заработает. По ходу реализации проекта мы имеем возможность для маневра, мы будем вносить соответствующие изменения в это постановление. Если будет заявок больше, чем 60, или мы увидим, что некоторые другие будут изменения, мы все это будем динамично реагировать. Вот пока нет отобранных участников. Но вы будете ориентироваться на тех, кто уже работает, или привлекать какие-то новые, на которых хотят? Тех, кто уже работает, и тех, кто имеет желание работать, имеет определенные бизнес-идеи, то есть будет создана соответствующая комиссия, которая будет проводить собеседование, и мы будем оценивать этих людей по тем направлениям, которые они хотят реализовать.